Открывая встречу, председатель правления Центра абхазской культуры Апсны Василий Чанба отметил, что мероприятие является грантовым проектом администрации Краснодарского края. Круглый стол – вопрос активизации общественного взаимодействия Краснодарского края и Республики Абхазия, поддержка российских соотечественников, направлен на развитие сотрудничества с соотечественниками и укреплению взаимоотношений Абхазии и России. На сегодняшний день мы работаем, хотя наша диаспора немногочисленная, но в нашем крае ни одно мероприятие без нашего участия не проходит. Во всех мероприятиях, во всех фестивалях, на крупных собраниях участвуем везде, как Центр абхазской культуры. Естественно, Центр абхазской культуры сама не может существовать, поэтому она входит в Центр национальных культур Краснодарской краевой общественной организации, где тоже я являюсь председателем правления Центра национальных культур. Центр национальных культур на сегодняшний день объединяет в общем всего филиалами около 90 общественных организаций. Это самая крупная общественная организация в Российской Федерации. Начальник управления анализа и взаимодействия с общественно-политическими объединениями в Департаменте внутренней политики Краснодарского края Александр Бородавка отметил, что у Абхазии с Краснодарским краем всегда были теплые, дружеские взаимоотношения, которые нужно укреплять. С нашими народами очень много общего. Это не только Черное море и Кавказские горы, а это и традиции, и культуры, которыми мы постоянно друг друга обогащаем. Мы действительно взаимодействуем во многих сферах. Это и политическая, и экономическая, и социальные сферы. И я хочу сказать, что ряд достаточно ярких представителей абхазского народа проживает на территории нашего региона. Один из них – это Василий Чаманович. И благодаря ему сегодня наша делегация находится здесь. И мы также надеемся на долгосрочное и плодотворное взаимодействие между нашими народами. От имени Общественной палаты Абхазии гостей поприветствовала секретарь палаты Гули Кичба. В 2018 году, 25 мая, мы подписали соглашение с Общественной палатой Краснодарского края с уважаемой Поповой Любовью Викторовной. К сожалению, из-за эпидемиологических каких-то отношений мы планировали и в прошлом, и в этом году еще раз встретиться уже на площадке Краснодарского края. И были оговорены какие-то такие наши взаимные опыты, обмен опытом, но я думаю, что мы победим все вместе, и Россия, и Абхазия, и вообще в мире все борются с этой страшной болезнью, и наши связи еще более сильно укрепятся. Василий Чаманович не раз присутствовал на заседаниях нашей общественной палаты, и по его инициативе были очень предложены такие дельные, очень хорошие вопросы, которые, в принципе, они продолжаются. А эти вопросы на укрепление связи между нашими народами, в первую очередь, и между нашими краями, республиками, и в частности, Краснодарским краем. Заключены договора о сотрудничестве АГУ с Кубанским государственным аграрным университетом, Северокавказским зональным научно-исследовательским институтом садоводства и виноградарства, Всероссийским научно-исследовательским институтом биологической защиты растений. Сотрудничество направлено на повышение квалификации преподавательского состава и проведение научных исследований. В настоящее время в аспирантуре Кубанского аграрного университета обучаются преподаватели агроинженерного факультета АГУ по направлению садоводства и виноградарства. Скажу так, сотрудничаем с 8 вузами Краснодарского края, это в том числе Кубанский университет. Подписан даже договор о намерениях между нами. И хотел бы подчеркнуть, что это вот университет культуры там и так далее. И еще один вопрос. Знаете, вот буквально недавно наша спортивная команда АГУ стала вторым призером чемпионата города Сочи по футболу. Это тоже взаимодействие между нами. И наши спортсмены, многие участвуют в первенстве Краснодарского края и Южного федерального округа.
За последние 5 лет в рамках сотрудничества были проведены следующие мероприятия. В сентябре 2016 года в Краснодаре состоялась 9-я международная научно-практическая конференция «Биологическая защита растения. Основа стабильности агроэкосистем». В этой конференции приняли активное участие преподаватели агроинженерного факультета АГУ. Также в рамках этой конференции проходила молодежная стратегическая сессия «Кадры, ресурсы, возможности, инновации», в которой приняли также активное участие студенты агроинженерного факультета. В ноябре 2016 года прошли курсы повышения квалификации преподавателей агроинженерного факультета во Всероссийском научно-исследовательском институте биологической защиты растений. Участники круглого стола коснулись и темы глобализации, обсудили ее положительные и отрицательные стороны. В завершении встречи был организован концерт. Шазина Ханагу, Арина Гухава, Абхазское телевидение.